Народный контроль в действии. В Башкортостане общественники вышли с проверками по торговым рынкам и сетям, чтобы выяснить, почему подорожали продукты борщевого набора. Обсудим тему прямо сейчас вместе с руководителем проекта «Народный контроль» и депутатом Государственного собрания Башкортостана Гульнур Кусалиной. Гульнур Галинуровна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, вот что показали проверки, да, как реагировали вообще в торговых сетях и рынках на ваше появление? Да, в последнее время все жалуются на то, что подорожал борщевой набор, и в социальных сетях Народному контролю пишут население, и президент страны также отметил во время совещания и дал поручение правительству Российской Федерации, чтобы взяли под контроль ценообразование в торговых сетях. И мы народным контролем с общественниками, с членами совета, к нам присоединились и местные жители, провели по республике Башкортостан более 50 рейдов в эти выходные с 17 по 20 июля. И по результатам проверили 85 федеральных, 45 региональных, также сетевых ритейлеров, также торговые точки, их было более 60, и 19 рынков по республике Башкортостан. Итоги, конечно же, показали результат не очень хороший. Все-таки ценообразование, рост цен 4 раза на борщевой набор – это, конечно, проблема. И также продавцы, пообщаясь с продавцами, с покупателями, они отмечают, что каждый день меняются цены. К сожалению, розничная торговля зависит от оптовиков, которые предлагают именно по большим ценам. И свежий урожай этого года пришло уже 4 раза больше, чем в прошлом году. И свекла, морковь, капуста, картофель, они иногда в сетевых ритейлерах составляют дороже 4 раза, 3 раза, чем импортные бананы. То есть это удивило. И по итогам мониторинга мы провели рабочее заседание. Вчера также прошло рабочее заседание, который провел руководитель администрации главы Республики Башкортостан Александр Сидякин, и дал поручение сетевым ритейлерам, также министерствам и ведомствам, общественникам взять под контроль ценообразование, так как проблема есть, проблему нужно решать. И если морковь, капуста, картофель, они растут у нас, не бананы, их, конечно же, нужно взять под контроль. И здесь есть, конечно же, и место задуматься нашим сельхозпроизводителям, потому что в прошлом году из-за пандемии многие сократили сельхозугодия свои, и из-за отсутствия мигрантов, конечно же, рабочая сила, она в цене возросла. И поэтому вот прошлый год, этот год было много сокращений именно по поводу посадки овощей. А овощи этого года в нашем регионе еще до конца не поспели. Мы употребляем с южных регионов Российской Федерации и импорт. Также Народный контроль проверял соотношение импорта, отечественной продукции и, конечно же, качество хранения в торговых сетях, в полках данной продукции. В итоге в 15 сетевых ритейлерах мы вынуждены были утилизировать, изъять с продажи некачественный продукт, потому что очень много было гнилой продукции, мелкой продукции, той продукции, которую невозможно поставить на стол. Гульнур, ну вот вы как общественники, какое видите решение ситуации? После наших рейдов по обращениям граждан мы получили очень много отзывов с населения Республики Башкортостан, наши социальные сети. Также мы рейды все выкладывали в наших социальных сетях, приглашали средств массовой информации, представителей журналистов, представителей наших региональных печатных изданий. И по итогам население отзывается, конечно же, очень положительно. Они говорят, нужно такие мероприятия проводить, и чтобы глаз народа был услышан именно представителями нашей власти, и ценообразование надо взять под контроль. В июле, в августе цены будут снижаться, потому что такая задача была поставлена президентом нашей страны и руководством республики. Будут организованы для населения много ярмарок, уличных ярмарок, потому что иногда наценки добавляют
продукции производителей и те, которые перерабатывают эту продукцию, и, конечно же, сетевые магазины. То есть они иногда приобретают после двухкратной, трехкратной наценки большие суммы, и из-за этого они становятся недоступными для населения. Поэтому, чтобы были доступны и чтобы смогли наши фермеры, наши местные производители, которые выращивают овощную продукцию, и реализовать, заработать на этом, и население смогли получить качественный продукт, необходимо организовать сельхозярмарки. Ну, это один из вариантов, да, решения проблемы. А вот Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан говорит, что пик все-таки пришелся на май, начало июня. Да. Минторговли и услуг Республики заявляет, что действительно за последние 2 недели снижение на продукты борщевого набора. Там по некоторым позициям до 50%, но в среднем где-то на 20%. И они также говорят о том, что будет снижение цен дальше. Да. Не получится ли так, что цены поднимутся, когда уже придут холода? Вот, такой риск вообще существует, Гульнур Гульнуровна? Если будут все работать вместе, и сельхозпроизводители, наши местные отечественные фермеры, торговые сети, переработчики вместе, и будут заключены соглашения на уровне правительства. Вчера также на заседании они все присутствовали, и какие-то субсидирования будут со стороны государства, конечно же, эту проблему решат. И доступные до этого овощи, которые растут в наших регионах, они останутся доступными для населения. Пока население обходится запасами своими. Мы также мониторинг провели, мнение общественности, они все отзывались, что хорошо, что они до этого смогли запастись, и у них есть урожай прошлого года, но этот урожай надолго не хватит. Поэтому свежий урожай пока период заготовки, консервирования домашних огурцов, помидоров и капусты, также борщевого набора идет. Нужно взять под контроль эти цены. И также у народного контроля же не только основная задача проверять сетевые магазины. Мы проверяем качество... Вот только хотела спросить, какие еще проекты у вас находятся в работе? Качество предоставления услуг, социальных услуг населению. Летом у нас очень жаркая пора, потому что, во-первых, летний отдых детей. Качество предоставления летнего отдыха, санитарные нормы, как организован отдых для населения в пляжах, зонах отдыха, придорожные кафе, также бахчевые культуры. И что видите? Давайте по отдыху. В разрезе, конечно же, организованные лагеря на государственном уровне, они идут уже по стандартам, проблем нет, все надзорные органы положительные заключения дали. Когда речь идет о частных зонах отдыха, туристических зонах, придорожных кафе, там, конечно, очень много проблем. Та же несвежая продукция, несоответствующее хранение продуктов, антисанитария и так далее. И рекомендации жителям, как им делать выбор, и чтобы не пострадать? Конечно же, тут должны работать и надзорные органы, и те, которые предоставляют услуг, они должны соответствовать по всем требованиям. И народный контроль поэтому сразу, когда выезжает, дает и информационную, и методическую им помощь, чтобы дальше таких нарушений не было. Многие же наши предприниматели нарушают законодательство из-за незнания. Вот эти новые законы, новые стандарты им нужно довести. Поэтому у нас не только контрольные функции, но и функции информирования, функции привлечения населения к общественной деятельности, чтобы они сами с нами выехали, не только жаловались по социальным сетям, но и помогли решению проблемы. Потому что общественный совет, который включает и общественных лидеров, и ученых, и специалистов, надзорных органов, они все охватить не могут. У нас 25 человек здесь в Республиканском совете, и в каждом районе и городе по 4-5 актива человек, которые постоянно стараются мониторить ситуацию и по всем обращениям граждан стараются выезжать, чтобы на месте устранить такие проблемы. А так, в общем, в целом предприниматели стараются, потому что период пандемии показал, что кризисные явления были, а деньги, чтобы заработать, нужно предоставлять качественные услуги. А качественные услуги – это те, которые не вредят здоровью нашего населения. И проверки арбузов и дынь?
Как их продажа Да, осуществляется? как раз сезон бахчевых культур, поэтому особенно мы обращаем внимание, которые в придорожных зонах организовывают несанкционированные торговые точки, потому что у многих иногда бывает, даже не бывают соответствующих документов, чтобы все документы были, надлежащее хранение и, конечно же, проверяем на нитраты. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли к нам на программу интервью. Будем ждать вас еще. Спасибо, успехов. Сегодня гостем программы интервью была Гульнур Кульсарина, руководитель проекта «Народный контроль», а также депутат Государственного собрания Республики Башкортостан. И мы говорили о самых важных проектах. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.